Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим, наверное, об одной из главных достопримечательностей. Наверное, это громко звучит, но тем не менее, города Сыктывкара. Это здание делает этнографии Национальный музей Республики Коми. Это здание имеет очень интересную давнюю историю. Первым владельцем этого здания был купец второй гильдии из Великого Устюга Федор Ильич Хлопков. В конце 19-го, начале 20 века, на рубеже веков, было возведено вот это здание. Оно представляло в то время собой только центральную часть. Вот мы видим центральную часть, если выйти наружу, и крылья. Центральная часть была построена на рубеже веков, а крылья были построены в 1906-1907 годах. И здание было расширено. Федор Ильич Хлопков, великоустюгский купец второй гильдии, семья у них была достаточно большая, родом из Владимирской губернии. Он принадлежал к крестьянскому сословию, но потом им удалось перейти в сословие купеческое. Купцы, и вообще само по себе интересное сословие в Российской империи, в отличие от других сословий, право находиться, принадлежать к этому сословию нужно было постоянно подтверждать каждый год. Купцы, точнее, люди, которые претендовали на статус купца, для того, чтобы входить в купеческое сословие, должны были приобретать специальное купеческое свидетельство. Вот. Но в конце 90-х годов практика это сходит на нет. И для того, чтобы вести торговую деятельность, теперь не обязательно уже приобретать купеческое свидетельство, и, собственно, купеческое сословие, оно размывается. Ну, это вообще в целом характерно для всего общества. Федор Ильич Хлопков торговал мануфактурными галантерейными товарами. В то время магазин уже был достаточно крупным, одним из самых крупных в Усть-Сысольске. Где-то с 1904 года его торговая деятельность прекращается. В литературе нет точного мнения о том, когда же это произошло. Когда он прекращает здесь свою торговую деятельность, в основном говорится о том, что в 1906 году здание переходит во владение купцов Дербеневых, которое долгое время, вплоть до революции, до национализации, принадлежало им. Вот. Но на самом деле еще в 1903 году по этому адресу находятся магазины как Федора Ильича Хлопкова, так и братьев Дербеневых. Вот. А где-то с 1904 года упоминания Федора Ильича Хлопкове уже нет. Кто такие братья Дербеневы? Это следующие владельцы этого магазина, этого здания. Они были владельцами, учредителями торгового дома братьев Дербеневых. Их было 3 брата: Михаил, Григорий и Иван Иустинович Дербеневы, тоже из Великого Устюга. Они тоже в Великий Устюг попали не сразу, они родом из Владимирской губернии, из крестьян, и с Хлопковыми, судя по всему, были связаны родственными узами, поскольку, например, старший из братьев Михаила, он служил приказчиком у дочери Марии Васильевны Хлопкова, получается, племянницы Федора Ильича. И Михаил Дербенев ездил, например, в качестве приказчика на крещенскую ярмарку в Вашгороде и продавал товары. Там, видимо, с этого и начинается его деятельность торговая, предпринимательская, набирался опыта. Ну и потом братья учредили в начале 20 века эту фирму, предприятие. И у фирмы было несколько отделений, в частности в Усть-Сысольске, на территории Коми края, и в городе Яринске также. При них здание расширяется, я уже об этом говорил, были построены крылья, и это позволило расширить помещение для предприятия. Здесь продавались, так же как у Хлопковых, мануфактурные, галантерейные товары, можно было приобрести различные ткани, товары вообще покупались Дербеневыми, то есть они сами не были производителями, они занимались коммерцией, торговлей, продажей товаров. Они закупали, имели контакты с фирмами из Петербурга, Москвы, Лодзи, Варшавы и некоторых других городов. И купленное у этих фирм они, видимо, продавали у себя на родине, в Великом Устюге, в ближайших городах, поселениях и в Коми крае в том числе. Можно было приобрести здесь в магазине Дербеневых также продукцию фабрики Грибановых. Она находилась в городе Красавино. Можно было также приобрести продукцию шомогодских мастеров. Шомакса — это несколько деревни в Великоустюгском районе, и они изготавливали добротную, но простые изделия из бересты. Также такими промыслами торговали, как шкатулки с секретом. Там был, то есть для того, чтобы эту шкатулку можно было открыть, нужно было нажать специальную кнопочку, не то что на кнопочку, и
появлялся ключик, и этим ключиком можно было открыть замок. Их продавали, потому что открыть просто так этот ящик было невозможно, вот эти шкатулочки. Вот. И многие-многие другие интересные вещи можно было здесь приобрести. В литературе этот магазин Дербеневых, он получил даже прозвище первый универмаг Уссурийска, то есть настолько была обширна продукция, которая здесь продавалась. По замечанию Галины Николаевны Чебыкиной, предприниматели интересовали такие факторы, как вежливость, то есть они были заинтересованы в том, чтобы продать товары, поэтому приказчики подбирались вежливые, которые должны были встречать с улыбкой, не должны были быть опрятными. Об этом Галина Николаевна Чебыкина, исследователь, специалист по великоуссурийским купцам, отмечает. Вот. И также в Вологодском ежегоднике публиковались объявления о продаже товаров, ну, о том, чем торгует вот эта фирма, они запечатлелись там, можем мы их посмотреть. Тоже такое новшество, да, появление торговли. Вообще с купцами, и иногородними, и местными купцами, на примере их деятельности мы можем посмотреть модернизационные процессы, точнее их отголоски в Коми-крае. Промышленно в отношении Коми-край был развит слабо, но торговля развивалась. И как раз переходит в течение второй половины XIX века от ярмарочной к стационарной торговле. Сами стационарные торговли, они претерпевают изменения. На смену лавкам приходят крупные магазины, вот по примеру наших Дербеневых. Вот уже обращает внимание предприниматель на вежливость покупателям, на прочие такие детали, очень важно. Магазин является одним из самых крупных в Коми-крае. В Усть-Сысольске, в частности, он занимал по объему товарооборота первое место, около 95 тысяч рублей составлял товарооборот к 1913 году. Магазин наследников Сумкина, он занимает второе место по товарообороту, занимает около 93. Несмотря на то, что у местных купцов, ни в коем случае не умаляю значимость местных купцов, они сделали огромный вклад в развитие города. И вообще купечество местное Усть-Сысольска, оно занимало видное место среди других слоев населения. В частности, во время церковных служб даже купцы стояли в первых рядах. Это тоже о многом говорит. И дома купцов зачастую являлись такими некими культурными центрами. В 1918 году торговая деятельность в Усть-Сысольске братьев прекращается. Здание было муниципализировано. И важно представить трагедию, которая вообще случилась с предпринимателями, с купцами Коми-края. В частности, в свое время меня очень впечатлила история Василия Петровича Оплеснина, который, уже будучи в преклонном возрасте, лишился всего нажитого имущества. Ему на то время было, в 1918 году было около 75 лет. И по сохранившимся архивным документам сохранили сведения о том, что вот старик, которого, ну, вот это очень сильное дело пошатнуло, в каких-то лохмотьях скитался по городу, заглядывая в это здание, очевидно. Вот есть также версия о том, что он покончил жизнь самоубийством в своем доме. Дом Василия Петровича Плеснина мы можем видеть на улице Советской, раньше Спасская улица. И это объясняет мистические события, которые происходят в этом здании. Например, может включиться магнитофон, там, музыкальный центр, то шепоты, шаги. И некоторые люди объясняют это тем, что душа купца не нашла покой. Вот. Для Дербеневых, да и вообще для всех предпринимательских слоев, это, конечно, тоже была трагедия. Судьба Дербеневых нам неизвестна до конца. Есть потомки, вот, и исследователи, в том числе этой фамилии из Великого Устюга, пытаются наладить связь с ними, чтобы узнать об истории их семьи, об их судьбе. На этом история Дербеневых прекращается. После революции, когда здание было муниципализировано, там располагался клуб коммунистов «Звезда», затем там располагалась типография, универмаг, потом магазин «Мебель». До 90-х годов здание затем было отремонтировано, и в 97-98 годах здание было передано под экспозицию отделу этнографии Национального музея Республики Коми. Вот, и с тех пор отдел этнографии это здание занимает. Вот, здание очень интересное. Оно выполнено в стиле классицизма с элементами барокко и находится под охраной государства как объект истории и культуры конца 19-го, начала 20 века.